Один из этапов гонки на каяках «Адреналин Рейс» проходит на реке Гега. Вообще эта река закрыта для сплава после гибели спортсменов в 2010 году. Но специально для этих соревнований реку открыли, так как в нем принимают участие профессиональные спортсмены из России, которые проходили реки гораздо сложнее уровнем, чем вот это. Сейчас мы можем видеть, как один из российских спортсменов, уже проходивший не раз подобные соревнования на больших российских и заграничных реках, вот сейчас он проходит один из самых сложных участков этой дистанции. Соревнования «Адреналин Рейс» по сложности выше среднего. Проходят они на двух реках – Гега и Юбшара. Пороги и стремнины здесь 3-го и 4-го уровня из 5 существующих. Кроме того, плюс Рицинского заповедника в том, что вдоль реки находится трасса. Это обеспечивает удобную логистику для спортсменов и доступ к зрелищу для зрителей. Здесь именно в Рицинском национальном парке вот эти реки Юбшара и Гега, они уникальны тем, что на них присутствуют пороги разного качества. От простых до сложных. Практически все эти участки просматриваемы с дороги, то есть можно обеспечить зрительность, можно обеспечить нормальный старт-финиш, то есть транспортную логистику, что немаловажно. И тут присутствует связь и красивая природа, удивительная. Тут много людей, туристов, вот очень много останавливается людей, подходят, просто смотрят, интересуются. Абхазия интересна для каякеров и других водных спортсменов еще погодой и красотой природы. Мне очень нравится, я здесь уже второй раз. Сначала мы приезжали в этом январе, катались на Покрафтах. Там было меньше воды, была хорошая погода. А сейчас вот это уникальная возможность покататься по этим речкам. Но они интересны, например, перепадом высоты. То есть бывают такие более пологие полноводные реки, вот как, например, здесь Бзыбь, она пологая. А здесь повыше, когда заезжаешь на Гегу и Юбшару, там есть перепад, можно прыгать с камней, как бы интересные линии, структуры воды есть, ты можешь с ней по-разному играть. И вот это всегда доставляет удовольствие, когда ты классно, у тебя получается проехать порог. Российским спортсменам зимой приходится тренироваться и соревноваться в закрытых бассейнах. Абхазия вполне может стать зимней базой для каякеров. Зимой здесь можно проводить соревнования, можно проводить, в общем, в те месяца, когда в России классические реки для соревнований не работают. А спортсменам нужно тренироваться и соревноваться круглый год. На зиму все спортсмены, сплавщики, водники в России уходят в бассейны. Согласитесь, в Абхазии было бы лучше. И тем не менее, при наличии идеальных природных и климатических условий в Абхазии нет ни одного каякера. Как говорит Игорь Сумкин, на это потребуется время. Спортсмены и каякеры не появляются на ровном месте. Как правило, это достаточно сложный спорт. Можно сравнить, наверное, с мотоциклами, с такими экстремальными. И для начала должны появиться водители на обычных машинах, да, то есть на рафтах, на простых средствах сплава. Рафтинг в Абхазии присутствует, но он присутствует как коммерческое направление, в первую очередь. Наша задача сделать, чтобы это был в спортивном направлении. И спорта, так как это будет некоторая массовость, не все же будут коммерцией заниматься, пойдут люди дальше в спорт, захотят, если развития. Одиночные суда. Сначала одиночные надувные суда, потом уже пластиковые. Так скажем, такая эволюция должна произойти. И если над этим работать, так и будет. Это произойдет рано или поздно. Увлечение экстремальными видами спорта на воде чаще всего появляется в юности. Знакомиться за каяками, байдарками и рафтами в большинстве случаев в туристических клубах для детей и подростков. В Абхазии таких нет. С детства в турклуб ходил, просто занимался, увлекался там, с 7 класса, просто походами выходного дня. И плавно это переросло в мое хобби, в мой спорт. И уже, наверное, лет 20, как я занимаюсь профессионально каякингом. Я катаюсь по всему миру. Я был очень много где, во всей Европе, в Южной Америке, в Индии, в Индонезии.
в Китае и посмотрел достаточно много мест красивых на планете. Я бы вот не сказал, что Абхазия как-то уступает в красоте, то есть здесь тоже довольно классно. Развитием водных видов спорта сегодня занимается Абхазская федерация рафтинга. По словам ее президента Самвела Самуэляна, у них много идей и уже разработанных планов, а самое главное – поддержка государства. Мы хотим также республику представлять уже в Российской Федерации. Обучаем даже ребят, которые уже наши граждане. И мы решили это создать здесь, благодаря нашей личной компании Абснай Адвентур, Федерации рафтинга Абхазии. Для этого мы даже открыли федерацию, чтобы это было на законном уровне от нашего государства. Каяк это надо прям любить и любить с детства. То есть от родителей в Абхазии мы хотим наладить, попытаться. Это через государственный университет нам разрешили, дали добро, чтобы мы какую-то лекцию там провели. Главная проблема – это кадры. Кто будет обучать молодежь каякингу, рафтингу и другим видам экстремального водного спорта? В Абхазии только один специалист по рафтингу – Кирилл Рыбаков. Но уже сегодня он готов взяться за обучение тех, кому это интересно. Сейчас мы готовы со своей стороны привлечь молодежь, парней, кому интересно развиваться в этом направлении. Мы готовы обучить новых рафтманов. Мы с 2012 года лично я провожу сплавы по реке Кадор, организовываем. И у нас возникает дефицит кадров, возникает дефицит инструкторов. И мы готовы взять молодежь с нуля, обучать на реке, кому это интересно, подготавливать новых инструкторов и потом их трудоустраивать, потом давать работу на Кадоре, на Псыбе, на других реках. Это, за этим будущее спортивного туризма в Абхазии. А пока главная задача абхазских экстремалов – организация международных соревнований в Абхазии. То есть открытие республики в качестве площадки для подобного рода мероприятий. В следующем году мы планируем провести международные соревнования по рафтингу. Мы в прошлом году встречались с президентом Российской Федерации рафтинга. И в этом году уже мы говорили о том, что перенести сюда соревнования, которые планировались проводиться в Узбекистане, но решили провести их на другой локации. В следующем году у нас есть план собрать здесь порядка 80 команд на следующий год и провести массовые соревнования уже в Абхазии и привлекать сюда спортсменов, открывать Абхазию как именно спортивную площадку для развития водных видов спорта. По словам организаторов, подобные соревнования – способ развития водных видов спорта, площадка для привлечения внимания к проблемам экологии, а также средство развития событийного туризма. Сейчас Рицинский национальный парк выступает в качестве площадки. Они предоставили нам площадку, дали нам где жить, воду, мусор, в общем, обеспечили. Мы приезжаем на готовую площадку, платим, ночевка. Сейчас у нас этого нет, то есть для нас сделали бесплатный въезд, нас обеспечили всем необходимым. Но, например, если приезжает соревнования уровня, где 120 человек, 150, это соревнования другого именно уровня в плане бюджета, средств. И, как правило, у таких соревнований имеются большие покровители. Общественно-спортивные организации имеют свои бюджеты, и они готовы платить за размещение спортсменов и так далее. И если же этот парк будет открыт в эту сторону, то, конечно, они смогут и за въезд, и так далее. То есть как площадка, я считаю, отлично. Для Рицинского парка проведение подобных соревнований – перспектива вывести туризм в заповеднике на новый уровень. Прежде всего, любое мероприятие, которое не наносит вреда нашей экосистеме и прочее, оно может быть интересно для развития такого вида спорта в Абхазии. Если мы будем подобные мероприятия проводить, то это будет дополнительная реклама, дополнительные возможности, которые открываются для молодых людей, экстремалов. Ну и, безусловно, для нашего поколения, для нашей молодежи, это тоже один из видов спорта, который сегодня ребята популяризируют на территории Абхазии. Долгие годы Юбшара и Гега были закрыты для сплавов. Сегодня они открылись для профессиональных спортсменов.
способных преодолевать самые сложные пороги. В этот раз зрителями гонки на каяках стали случайные туристы и сами участники соревнований. Но в следующий раз это зрелище может собирать широкую публику любителей экстрима и привлекать в Абхазию еще больше туристов, даже не в самый высокий сезон. Марьяна Котова, Сасрык Павгухава, Абаза ТВ.